Товарищ генерал-полковник, лейтенант Воробьев по вашему приказанию прибыл. Поздравляю, лейтенант. Служу Отечеству. За твою любовь мы пройдем все битвы, русская земля среди войны, русская земля. Лейтенанты, вы стройны, благородны, Ну, будем. украшают мундир. Два крыла. Он же у тебя Лейтенант, прекрасный филолог, лейтенант, математик. это Знает два языка. России. У него могло бы быть большое будущее. Он с детства мечтал в десантных войсках служить. Но потом мы-то с женой все по гарнизонам. А он где у бабушки? Ну вот, обманул бабушку. Сказал, в Москву едет в МГУ поступать. А сам сюда, в Рязань. Не знаю, не знаю. С такими способностями, да с красавицей женой, ты мог бы его и в Москве устроить. Но он решил начинать службу в Псковской дивизии. Кстати, как я когда-то. Его воля. Самостоятельный. Лейтенанты, Лейтенанты, вы стройны, благородны, красивы, украшают мундир. золотых два крыла. Лейтенанты. Ты будешь спать или напишешь еще несколько строк для истории? Конечно, напишу. Спокойной ночи. Почти с самого детства я веду дневник. Помню, еще подростком как-то написал: я очень горжусь тем, что я русский казак. Все мои предки были связаны с войной, защищали Россию, воевали за веру, царя и отечество. Я хочу тоже посвятить свою жизнь Родине, как это делали мои предки-казаки. Завтра я приеду на свое первое место службы – в Псковскую дивизию. О! Никак в нашу дивизию новое пополнение? Майор Достовалов. Александр Васильевич. Фамилия соответствует действительности. Лейтенант Алексей Воробьев. Не спится? Я тоже, когда первую свою часть ехал, не спал. Ну что, может, чайку попьем? Можно. Прошу. Слушай, а полковник Воробьев тебе часом не родственник? Отец. Правильно у тебя батя? У нас его до сих пор вспоминают. Стихи, что ли, пишешь? Так, разное. Скажите, а вас в Пскове собираются ставить какой-нибудь памятник, связанный с отречением Николая II? Не знаю, а что? Ну как же, поворотный пункт в истории России. Поворотный исторический пункт в истории России, Алексей, 23 февраля. А для десантника еще 2 августа. А царь это так. Маленький промежуточный этап. Ну вот, почему-то все так и считают. А на самом деле все как раз наоборот. Да ну не могут быть все неправы. И народ, и страна, и генералы, и Да офицеры. народ-то никто и не спросил. А, Ведь только после отречения Николая начался этот развал, это дезертирство, это полная разруха в армии и стране. ты точно все это знаешь. А может, в этих книжках твоих специально все перевирают? Да этим книгам уже по 70-80 лет. Просто раньше они были недоступны. Говорю, это было предательство, прежде всего, генералов. Возможно, даже одного или двух самых главных из них. Все говорят предательство, предательство. Только и слышишь предательство, предательство. А эти ребята, которые там погибали, там, на фронте, они тоже были предателями, да? Тоже?
Моя жена, Людмила. У вас здесь такая дискуссия. Пассажиры могут не так понять. Майор Доставалов. Фамилия соответствует. Вы извините, что я так. Ничего страшного. Вы из Пскова? А не исключено, что ваш муж будет служить в моем батальоне. И ты со своим командиром сразу спорить. Ну, короче, дорогу я вам рассказал, доберетесь сами. А мне некогда, мне еще нужно этих московских Стоять. гостинцев покупать. В Москве, сам знаешь, времени не было. Ну ладно, короче, увидимся. Так точно. Слышь, лейтенант, Я. как ты говоришь, фамилии этих двух генералов? Каких? Ну, ночью-то спорили, которые царя предали. Начальник штаба ставки Алексеев и командующий Северо-Западным фронтом Русский. Ладно, еще доспорим. Обязательно. В тяжелейший период войны царь Николай II принял на себя верховное главнокомандование. 23 августа 1915 года был издан приказ по армии и флоту. Всего числа я принял на себя предводительствование всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, находящимися на театре военных действий. С твердой верой в милость Божию и с непоколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины до конца и не посрамим земли русской. Николай II. Как только государь стал во главе армии, счастье вернулось к русскому оружию. А каковы были радость и изумление солдат, когда они увидели государя с цесаревичем Алексеем прямо на передовых позициях фронта. Весной 16 года государь приказал начать наступление на Юго-Западном фронте, увенчавшееся большим успехом. Работаем! Отставить! Каратеев! Я. Перед тобой Трегубов или Краснодеется. Ты что, ранить боишься? Или сечок поставить? Подсечка, удар, добил. Не добьешь ты, добьют тебя. Понял? Так точно. Работай. Ермаков! Я не понял. Воробьев! Ко мне! Я и не знал, что тебя сюда распределили. Я не вижу, где воинское приветствие? Вот как получишь звездочку, Что? увидишь. Дай эту фанеру прощупаю. Молодец. Твои орлы. Коршуны. Приходят простыми пацанами. Через некоторое время воины. В общем, молодцы, ребята. Ладно, когда проставляться будешь? Да хоть сегодня. Ну все, давай. Давай, до вечера. Когда государь объезжал войска на фронте, крепости, окопы, лазареты, он повсюду встречал радость и участие, в особенности среди раненых, которых он утешал и награждал. Потерпи, голубчик, потерпи, мой родной. Пресвятая Богородица, помоги ему. Ну вот, теперь легче стало. Прежде никак не скажешь. Ни отца, ни мать позвать не мог. Имя твое, государь, забыл. А теперь легче. Сподобился увидеть государя. С кем это вы беседуете, Степан Тимофеевич? Дорогой Ники, возбуждение, которое вызвало весть о твоем приезде к нам, было неописуемое. Одно известие о твоем появлении породило прилив патриотизма и восторга. Тяжело раненые ни в малейшей степени не замечали боли. Твои спокойные, простые манеры,
Ласковое выражение глаз, все были ими покорены. Когда ты вошел, ты как будто принес с собой царем и верховным главнокомандующим готовность к самопожертвованию. Я была потрясена. Вот она, та крепчайшая нить, что связывает простого солдата с царем. Все хотели казаться здоровыми, как могли, чтобы скорее вернуться на фронт и внести свой вклад в избавление России от супостата. Ну, показывай своих орлов. Да. Рядовой рассказа. Смирно! Оперативная обстановка на административной границе Дагестана и Чечни по-прежнему остается сложной. Особенно тяжело в Кизлярске. Встать! Смирно! Напряжение усиливается с каждым днем. В течение 2 часов Вольно. КПП «Кизлярское кольцо» шел бой с применением минометов. В Кизляре опять проблемы начинаются. Ну и что вы по этому поводу думаете, товарищ майор? Что думаю? Ты наш девиз помнишь? Никто, кроме нас. Так вот это про нас. По-моему, армия не имеет права терпеть позор. Пойдем. Так-то оно так. Только вот расхлебывать это все нам с тобой придется. Так, бойцы, не расслабляемся. Доброе дело делаем. Ребята, остановитесь, пожалуйста. Этот камень на место надо положить. Здесь камни исторические. Они помнят еще княгиню Ольгу. А кто эта княгиня Ольга? Это которая город сожгла за своего мужа? Да ты умник рассказа. Могу вам об этом рассказать. В этих местах любили охотиться князья. Однажды князь Игорь увидел на реке лодку, а в ней красивую девушку. Разгорелась в нем страсть, и обратился он к ней с бесстыдными словами. В ответ пристыдила она его. «Не позорь себя, князь, блюди себя, пока юн, иначе как будешь управлять державою своей?» Прошло время. Надумал князь Игорь жениться, но никого, кроме той целомудренной девушки, уже и не вспоминал. Послал он за ней гонцов и взял в жены с подобающей почестью. Звали ту девицу Ольга. Прошли еще годы, и убили язычники князя Игоря. И Ольга начала самостоятельное правление. Посетив греческую землю, она приняла крещение. Однажды на реке Великой было ей знамение. Явлены с неба 3 луча. И сказала она: «По воле Божией будет здесь церковь во имя Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. И будет здесь город велик, славен и богат». Первой из русских вошла она в Царствие Небесное и по сей день молится за Русь. Что такое? Дядя, скорее, там берутся! Где? Вы что, Аглоед? Они же пацаны против вас! Да вы! Коля! Я тебя этому учил! Илюха! Вы же спины открываете! Ну как вы деретесь? Как вы деретесь? Прижались друг к другу спиной и отбиваетесь, раз такое дело! Ну что вы? В самом деле! Запомните раз и навсегда, если соперник сильнее вас, прикрывайте друг друга! Деятели! Да они налетели. Летели. Саранча на кукурузу налетает. Ты чё? А мы видели, как ты с мальчишками дерешься. Когда? А только что из окна.
Не знаю, ни с кем не дрался. С чего вы взяли? Так, быстро сюда, целую 3 раза и в кровать. Ну дела. Ну, девчонки напридумывали. Угу. Видала? Угу. Саш, ну что ты в самом деле? Что такое? Как дворовый шериф, ей-богу. Мужчины должны иногда совершать мужские поступки. Или я что-то не так понимаю? Ты же носишься, очертя голову. Сначала я оценил диспозицию событий. Потом просчитал возможные варианты развития. Потом составил подробный план действия. Потом написал заключение и выучил его наизусть. А ты действительно доставала. Ой! Я ведь даже на тебя рассердиться как следует не могу. А ты давай, сердись. К февралю 1917 года армия держалась стойко, и победа не вызывала сомнений. Император Николай II в тяжелейших условиях подвел Россию к порогу победы. Враги не дали ему переступить этот порог. Заговорщики торопились с переворотом, понимая, что успешные действия на фронте сделают его невозможным. Главную ставку они делали на армию. Уверяю вас, Анна Александровна, император не представляет себе всю опасность складывающейся ситуации и не знает о готовности военной верхушки поддержать переворот. Есть неопровержимые доказательства об опасной пропаганде. И пропаганда эта ведется с союзами земств и городов, с помощью Гучкова и Родзянко и других. В целях свержения с престола государя. В России император может царствовать только над верноподданным народом. Народ свободен в своем выборе. Но тот народ, который этот выбор отвергает, не может иметь над собой помазанника Божия. Ответственность за совершаемое лежит на Государственной Думе. Ждать больше нельзя. Войска вскоре перейдут в наступление, что вызовет в стране взрыв патриотизма и ликования. В 5 году революция не удалась, потому что войско поддержало государя. Сейчас нужно сделать все, чтобы войско поддержало нас, а не царский дом. Переворот неизбежен. Если вы решаетесь, то мы вас поддержим. Большинство командующих за вас. Брусилов, Русский, Алексеев, адмирал Колчак. Необходимо захватить власть, арестовать правительство и объявить о составе нового правительства. Наследником монархическим будет прямой наследник князь Алексей. Регентом до его совершеннолетия будет великий князь Михаил Александрович, что является лучшей гарантией перехода к конституционному строю. Да, но судьба императора и императрицы не решена до сих пор. История проклянет нас. Не устал? Лиль, ну с чего? В кои-то веки жене помогаю. Помощник ты мой. Ты говоришь, устал. Так. Ты пойми, Марк, это не просто экскурсия по историческим местам будет. Хотя, конечно, это тоже интересно. Это святыня, понимаешь? Извини, конечно, за громкое слово, но это и тебя, и меня касается. Это как же? Я думаю, ты там все это сам и поймешь. И солдат твоих касается. Ведь монахи, они тоже воины. Только воины духа. А скучно им не будет? Да что ты? Туда люди со всего мира едут. Знаешь, а ведь я уже однажды ходил в храм. Мы еще в 10-м учились перед самым выпускным. Пошел у Бога попросить, чтоб ты женой моей стала.
Ничего не боялся. А что замуж за меня откажешься пойти? Испугался. Ты мне не рассказывал про это. Да, повода не было. Ну вот, зашел, значит, поставил свечку, сказал, что хотел. И тут бабка со шваброй начала полы мыть и хлопнет тряпкой по ногам. Но я в сторону отошел, она снова ко мне. Вижу, мешаю я ей, прогнать меня хочет. И ты знаешь, аж прожгло меня. Как будто она меня от тебя прогоняет. Нет, думаю, старая, никуда я не уйду. И что ты думаешь? Идет через кран священник. Увидел, что она меня тыркает, и к нам. Ты что, говорит, матушка, делаешь? Молодежь от Бога отваживаешь? В общем, сыпал он ей 3 наряда вне очереди. Ну, только по их уставу, по церковному. А мне говорит, вот так всегда. Как только захочет человек к Богу шаг сделать, сатана ему тут же преграды ставит. То дела какие-то навалятся, то лень, то вот такая старуха вроде как со своей уборкой привяжется. И чем ближе человек к Богу, тем труднее перед ним преграды. Так что Бог-то мою просьбу выполнил. Ты ж за меня вышла, а я спасибо до сих пор не сказал. Поедем. Мы сейчас с вами входим в один из самых старинных русских монастырей. Ему уже больше 500 лет. В летописи этого монастыря написано, что место для него указала сама Божья Матерь. И теперь она считается покровительницей этого монастыря. Здесь всегда жили и сейчас живут сильные духом люди, святые старцы. Многие приходят к ним за помощью. Знаете, мне кажется, что и вы тоже сейчас сможете набраться сил от этих мест. А город получил название Печоры от слова «пещеры». А надпись над входом в эти пещеры сделал святой старец. Знаете, как его звали? Как? Марк. Святой Марк. Товарищ подполковник, выходит, святой Марк ваш покровитель? Выходит, что так. Батюшка, святой Марк, благослови мою службу. Благослови моих солдат и защити мою семью. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А знаете, святые всегда помогали русским воинам. Вот в Отечественную войну битва под Москвой была. Как вы думаете, когда? В день праздника святого Александра Невского. Я читала историю о валаамском старце. Ему было видение. Богоматерь стоит на коленях перед сыном своим и молит его о спасении России. А Господь отвечает ей: да, будет в России много испытаний, но ради любви твоей я сохраню ее. Накажу, но сохраню. А валаамский старец покоится в этом монастыре. Знаешь, я тебе очень благодарен, что ты нас сюда вытащила. Как будто к другой жизни прикоснулся. Ну вот. А ты не хотел ехать. О! Опять подобрал. Тебе надо ветеринаром быть. Военным. Представляешь? Ветврач-капитан Витя Романов. Родители тоже считали, что медицинский для меня больше подходит. А я по дедовым стопам пошел. А этот переохладился, бедняга. Не знаю, отойдет ли. А ты сюда зачем? Да мне ответ на рапорт пришел. Об отправлении в Чечню. Завтра отправляюсь.
Судя по всему, все там будем. Мне, пожалуйста, палатку по суше и потеплее. Как скажешь. Слушай, а сейчас ведь 99-й год. Представляешь, я в 5 классе нарисовал в школьной тетради звезду героя. И под ней почему-то написал 1999 год. Тогда для меня это было так далеко. А теперь и впрямь 99-й. Только вот звезды героя пока нет. Ну вот и настает наша с тобой очередь. Слушай, а я книжку ту, которую ты мне дал, прочитал. Брехня все это. Заговор, заговор. Заговор — это когда тайно все. Из-под тишка. А тут все знают. Открыто говорят. Нет. Это просто роковое стечение обстоятельств, что ли. Подставили царя. Александр Васильевич, скажите, присягу нарушать можно? А может, они считали, что присяга одному человеку и своей родине – это разные вещи? Вам все-таки вряд ли удастся скоро проехать Царское. По дороге неспокойно. Солдаты бунтуют. В Петрограде начались избиения офицеров. Теперь уже трудно что-нибудь сделать. Давно ведь настаивали на реформах, которых требовала вся страна. Не слушались. Посылать войска в Петроград уже поздно. Будет лишнее кровопролитие. Что ж, по-вашему, теперь делать? Что делать? Что делать? Будем сдаваться на милость победителям. Мой родной, мой самый родной и милый, я очень счастлива за тебя, что наконец тебе удалось уехать, так как я знаю, что ты глубоко страдал все это время. Я надеюсь, что тебе удастся увидеть многие войска. Я представляю себе их радость, когда они тебя увидят. Еще труднее, чем обычно, прощаться с тобой. Такая пустота после твоего отъезда. Ухаживать за ранеными – мое утешение. Вот почему в прошлое утро я ходила в госпиталь, пока у тебя был прием, чтобы окончательно не упасть духом и не расстроить тебя. Пусть немного уменьшатся их страдания. Я веряю тебя милости нашего Господа. Пусть Он хранит тебя и вернет домой целым и невредимым. Я люблю тебя так, как редко какой-либо мужчина был любим. Целую тебя и нежно прижимаю к сердцу. Навеки твоя, старая женушка. Александра Федоровна Романова. 1914 год.
Его императорское величество ждет вас. Получены телеграммы. Все командующие фронтами и начальник штаба Алексеев высказались за отречение. И это совпадает с мнением Государственной Думы. Положение очень трудное. Думаю, что командующие фронтами правы. Зная ваше императорское величество, я не сомневаюсь, что если благоугодно будет разделить наше мнение, вы, ваше величество, принесете и эту жертву Родине. Я присоединяюсь к мнению генерала Данилова. Ну что ж, теперь дело за политиками. С часу на час прибудут Шульгин и Гучков. Из дневника Николая II. В час ночи я уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, трусость и обман. Немцы шли по направлению к Пскову по льду Чудского озера. Александр Ярославич внимательно следил за передвижением неприятеля с высоты уступа и просил: «Помоги мне, Господи, как помогли мне святые мученики Борис и Глеб против шведов». Когда после ледового побоища князь возвращался в Псков, весь народ вышел встречать победителя. Немецкого войска, грозного и непобедимого, больше не существовало. Один летописец записал: «О Псковичи, если забудете великого князя Александра Ярославича, или отступите от него, или от детей его, или от всего роду его, уподобитесь Иуде». На днях я отправляюсь в Чечню. Видимо, скоро все закончится. Этого следовало ожидать. А ведь как хорошо было в Первую Чеченскую всем. Бои, перемирие. Одни города по 5 раз брали и сдавали. И всем было хорошо. Да, армия теперь не та. Приказ ни шагу вперед уже не пройдет. Да. Авторитет армии действительно растет. И враг наш теперь не оппозиция, и не эти крикуны из Думы, с ними всегда можно договориться. Меня беспокоят силовые структуры, усиление империи и все прочее. Сейчас делают ставку на силовиков, а мы оказались в стороне. А ведь мы создали нынешнюю Россию. Покажем им, кто командует парадом. Понимаешь, выбор невелик. Надежда на вас, на служивых. Показать бессилие власти, бестолковость армии. Свободная пресса подхватит шум, как было в Первую Чеченскую войну. Оппозиция их поддержит. Мы заставим считаться с нами. И будет новый Хасавюрт. Ты готов к новой командировке? Но это будет стоить больших денег. Не пущу. Ну, Люд, перестань. Ну что ты в самом деле? Я же офицер, в конце концов. Или ты за гражданского замуж выходила? Но почему ты сам? Почему добровольно? Устал я от правильных слов. Поступков хочется. Проситься на войну добровольно – это правильно? Это, по-твоему, поступок? Сейчас да. Все будет в порядке. Вот увидишь.
Господи, Алёша. Ну, вот и дожили до третьего тысячелетия. Да нет, товарищ майор, третье тысячелетие будет только в 2001 году. Да ладно. Ну, мне налить давай. Да и какая разница? Дата все равно круглая. Давайте выпьем за это линолеум. Миллениум, Кожемякин. А я и говорю, линолеум. Товарищи офицеры. С Новым годом, друзья! С Новым веком, командир. Этот Новый год, он ведь непростой. Такое событие раз в 1000 лет бывает. Предлагаю тост за наш гвардейский парашютно-десантный полк. Ура! 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 С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. Удачи и счастья всем. Мам, Что, Марк? давайте выпьем за нашего Алёшу. Давай. Чтобы у него все было хорошо. Давайте. Утром ветер прячется в лес, в поле тишина и покой. Достаю отцовский обрез и свищу коня за рекой. Я стреноги рву в полрывка, без седла лечу по росе. Кровь моя свежа и легка, но застыли думушки все. Я ж присягал царю и матушке России, а казаки ведь присягают только раз. Я б, может быть, не бунтовал, как и просили, но почему же, как врагов, стреляют нас? Я б, может быть, не бунтовал, как и просили, но почему же, как врагов, стреляют нас? Марк, а пусть нам командир теперь споет. Хорошо. Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополь серебристый светел, дальний плач тальянки, голос одинокий, и такой родимый, и такой далекий. Хороший мужик наш комполка. Душевный. Только вот как-то ему надо все-таки пожестче быть. Порешительней, что ли. Сэр, ну зачем ты сейчас об этом? Да. Плачет и смеется песня. Как там Алёшка Воробьев? Где ты, моя липа? Ты что, сомневаешься в нем? Да ты что? Просто мы с ним спор один не закончили. Вот через 2 недели и закончишь. Да. Ты лучше скажи, как жена твоя? Знает уже? Сашка. О. Так. А что жена? С женой мне повезло. Да. Тыл у нас крепкий. Крепкий тыл. За крепкий тыл. О! За тыл. За тыл. А теперь я, милой, ничего не значу. Под чужую песню и смеюсь, и плачу. Так. Все, порядок. Василич, скажи, куда ты едешь? Зайка, ну зачем тебе знать? Расстраиваться? Скоро вернусь, как обычно. Все нормально. Ну, посмотри Зайка. на себя. Ну, посмотри на себя. Скоро 40 лет, а ты все как мальчишка.
что? Побереги себя. Ну, побудь хоть раз разумным трусом. Чего? Ну, придумала. Разумным трусом. Ты хоть сама-то понимаешь? Ну, все. Ну, ладно. Ну, все, приеду, вырую себе самый глубокий окоп. Надену на себя, не знаю, 3 бронежилета. Сяду где-нибудь в углу. Буду книжки читать про войнушку. А ребятам скажу: ребят, вы воюете, а мне нельзя. Нет, жена запретила, просила поберечься. Ну ничего, приеду, съездим к теще в Тверь, пивка попьем. Ну, мне пора. Ты мне водицы своей крещенской налей. Дочурка. Кузя. О, замок-то разболтался. Я думаю, это кто ж тут без меня будет мою жену защищать и оберегать? Ну все. Долгие проводы. Лишние слезы. Ну что, малыш, в Грозный приедем, сразу позвоню. Ну ты чего? Не боись, прорвемся, малыш. Пока. Поехали. Здравствуйте, дорогие родители. Сегодня ночью я улетаю в Чечню. Даже как-то не верится. Всю жизнь мечтал попасть на войну, и вот мечта сбылась. Только почему-то не очень весело. Передайте от меня привет родственникам и всем, кого я знаю. И крепко поцелуйте мою маленькую племянницу. Жаль, что я ее так и не увидел. Вот и все. Целую, ваш Влад Духин. Слишком водянистая. Ты что, Амбетов, какие водянистые? Один сахар. Это у вас мокрые, как вода. Ну, хватит с вашими арбузами. На Кольском полуострове даже не знают, как они выглядят, а вы? Сладкий, водянистый. Ты что, Трегубов? Приснилось чего? Да будто с отцом избу ставим, сосна ядреная. Мне сегодня Питер приснился. Небось, наш Невский? Да не, мосты разбили, я до дома дойти не успел. Вернусь домой, опять буду с отцом лес валить. Пахомов! О! А ты, небось, сразу женишься? Да, мужики. Ну а чё мне? Дом у меня есть, мотоцикл тоже. Вот Юлька моя весной аттестат получит и в ЗАГС. Мам, привет, это я. Ромочка! Господи, отпуск дали! Сынок! Ой, мам. Сыночек! Сыночек! Отец-то где? Отец-то на работе, Сашка в школе, господи! Ромочка! Ну как вы тут? Да ничего, а ты-то, господи! Да как ты изменился, сынок! Возмужал. Ой, мам, ну ладно, брось. Забыл совсем, а? Вот голова дырявая. Мам. Вот.
Тебе. Да спасибо тебе. Ну как? Нравится? Очень, очень. Сынок. Это на замену серого. Новый, нарядный. Ну, сыночек, ты не жалеешь, что ты в армию пошел? Ой, мам, да брось, ну, каждый мужик должен отслужить. Мне вообще повезло, в десант попал. А что касается отмазки, я не знаю. Вы бы лучше на эти деньги машину, что ли, какую-нибудь купили. Ой, Рома, не знаю, не знаю. Машину не машину, но мотоцикл мы тебе купили. Да ты что? Да. Ну вы даете, мам! Сыночек, спасибо! ты мой родной. Василек! Кончай гитару мучить. Спой что-нибудь уже. Это можно. Давай! А на войне, как на войне, там труднее все вдвойне. Едва зайдет над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим ночью, уходим дождь, уходим снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, Слышь, солдат, я тебе сейчас такие слова в глаз дам! А ну, Я тебе сейчас кончай! сам в глаз Так, дам! Я сейчас обоим в глаз дам! Салага. Если попаду. Отставить! Кинжи, Амбетов, смирно! Камягин, что здесь происходит? Разрешите доложить, товарищ гвардии лейтенант. Не разрешаю! Запомните, воины, в моем подразделении дедовщины нет, потому что я, Ермаков Олег Викторович, здесь самый главный дед. Ясно? Взвод! Товарищ майор! Отставить! Проверить оружие снаряжение. Команду посадку. Есть! Взвод! На посадку! Бегом! Марш! Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Эй, сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. 4 февраля 2000 года улетели эти ребята в Чечню. А к концу февраля банды Басаева и Хаттаба были зажаты федеральными войсками в Аргунском ущелье. Как стаи волков они метались по ущелью в поисках прорыва из окружения. Местом сбора бандформирований Хаттаб определил северную окраину Улускерта. К 28 февраля там собралось почти 2000 боевиков. Любой ценой им было необходимо выйти на равнину. Товарищи офицеры, получен приказ. Блокировать рубеж. Высота 776 и 787 горы Иссык-Корт. Наша задача – блокировать населенный пункт Улускерт и не позволить боевикам выйти в горы. Молодов, сколько у тебя людей? 58. Возьмешь на усиление 3-й взвод 4-й роты лейтенанта Ермакова. Есть. Так, майор Достовалов, вы назначаетесь старшим в опорном пункте 3-го взвода 4-й роты. Есть. Для усиления разведки командир полка назначил лейтенанта Кожемякина. Есть. Разведдозор. Лейтенант Воробьев. Есть. Лейтенант Кожемякин. Есть. Выдвигаемся завтра в 7 утра. Вопросы есть? Никак нет. Вопросов нет. Все свободны. Утром 29 февраля начали выдвижение в направлении горы Иссык-Корт на высоту 776 псковские десантники 6-й роты и 3-й взвод 4-й роты. Им была поставлена задача окопаться на высоте и выставить блоки. Подъем был тяжелый. Помимо оружия воины несли палатки, рацию, печки, продукты, топоры. Впереди шла группа разведдозора старшего лейтенанта Алексея Воробьева. Аврора, я Рябина. Обнаружены следы. Ведут в сторону Улускерта.
12:45 разведчики Алексея и Воробьева попали в засаду и первыми приняли бой с бандитами. Рота к бою! Первый взвод за мной! Рота, услышав перестрелку, ускорила шаг. Появились первые раненые. Понес потери и противник. Одним из первых получил ранение командир 6-й роты гвардии майор Сергей Молодов. Под жестоким огнем противника гвардии сержант Александр Комягин бросился на выручку раненому командиру, но спасти его не удалось. Все идет по плану. Ваше задание выполнено. Правда, есть одна маленькая неприятность. Никто не мог себе представить. Там десантура влезла. Ты деньги взял? Да. Выходи из положения как хочешь. Да. Через час доложишь. Есть. Смотри, не пускай туда никого. Понял? Есть, товарищ генерал. Пусть даже атомная война. Никого. Есть. Ну где ты ходишь? Мы тут без тебя. Давай-ка, садись, садись, садись. Итак, все силы противника разгромлены. Остались мелкие неприятности. Ну, за окончание второй чеченской кампании. Ура! 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 Сообщи наши координаты. Соколов, держи левый фланг. Карат, я Аврора. Нас атакуют духи. Аврора, я Карат. Откуда там духи? Как откуда? Духов больше сотни, что не ясно? Товарищ полковник, Аврора на приеме. Я Карат, главный, на приеме. Полковник, здесь этих духов уже туча. Нужна помощь. Держись, Марк! Подмога будет! Васильев! Срочно начальник артиллерии ко мне! Капитан Виктор Романов корректировал огонь артиллерии по высотам. Боевики подтягивали подкрепление. Они шли в атаку с двух направлений – западного и северо-западного. Завязывался тяжелый бой. Романов! Я! Передавай координаты! Я прикрою! Денис, передавай! Протон, я эхо! Протон, я эхо! Мои семерки! Мои семерки! Протон, я эхо! В районе 74-32! В районе 74-32! Точно 6! Точно 6! Идет бой! Рядом с капитаном Романовым разорвалась мина, и он лишился обеих ног. Но, стиснув зубы, продолжал корректировать огонь. Из-за невозможности передвигаться, он быстро стал мишенью противника.
Огонь артиллерии продолжал корректировать Марк Евтюхин. Ему помогал гвардии лейтенант Александр Рязанцев. В него попала пуля, и он погиб мгновенно. Десантники отразили несколько крупных атак боевиков. При попытке вынести раненого офицера ефрейтор Александр Лебедев был тяжело ранен. Боевики окружили его, пытаясь взять в плен. Последней гранатой Александр взорвал себя и бандитов. Старший сержант Сергей Медведев, получивший ранение в первые минуты боя, продолжал вести огонь, но нашел в себе силы пойти в контратаку. Раненый ефрейтор Александр Герд получил еще одно смертельное ранение в грудь, бросил гранату в приближающихся боевиков. Да что же это? 300-х выноси! Так, в какой район вышла первая рота? Первая рота находится на окраине населенного пункта Сельментаузен. Андрей, уточни задачу по радиостанции командиру первой роты на выдвижение к Марку. Командира первой роты на связь. За обеспечение прохода группировки боевиков полевой командир Идрис обещал каждому крупное вознаграждение. Эй! Я предлагаю тебе большие деньги! Пропусти нас с миром! Умирать никому не хочется! Об этом никто не узнает! Уходи с миром! Спасешь людей! Ах ты черт безрогий. Мира захотел. Ну что, мужики, стоим? Василев, как ты там на заборе написал? Мой выбор ВДВ, товарищ подполковник. Правильно, Серега. Значит, до конца. Карат, я Стекло. Разрешите идти на выручку Авроре? Стекло, я Карат, отставить. Ждешь приказа. Вас понял, есть. Внимание, внимание, атака справа. Я Аврора, вызывай Феникс. Я Аврора, вызывай Феникс, внимание. Атака справа. Давай, прикрывай правый фланг. Я Аврора, вызывай Феникс. Соедините с первым. Нет на месте. Что передать? Ну тогда с оперативным дежурным. Соединяю. Дежурный полковник Никищенко слушает. Аврора обнаружил караван духов. Откуда? Командир, там столько боевиков. Передайте генералу, что я принял решение. Направить первую роту на помощь комбату. Вы что, своими силами справиться не можете? Да, необходимы дополнительные силы и средства. Все. Товарищ полковник, нельзя. Ты это... Майор, вызови мне на 1 минуту генерала. Не велено пускать, товарищ полковник. Ребята погибают. Информация срочная. Никак не могу. Приказ. Командир, продержитесь еще 2 часа. Помощь будет.
Надо заминировать проход справа. Успеешь? Успею. Жень, поможешь ему. Выполнять. Есть. На северном направлении старший лейтенант Александр Колгатин установил 2 мины. В этот момент ему в грудь попала пуля. Смертельно раненый Колгатин привел в действие установленные им мины. Раздался мощный взрыв, разбросавший по снегу около десятка боевиков. Полка на помощь десантникам вышла группа резерва. Товарищ майор, только что доложили. Попытка прорваться к нашим не удалась. Строй взвод! Есть! Сейчас! Ко мне! Быстрее! Аврора! Аврора! Я стекло! Марк! Я иду к тебе. Жди. Пахомов. Трегубов. Григорьев. Зинкевич. Нищенко. Швецов. Трубинок. Попов. Бирюков. Купцов, Соколанов, Кобзев, Исаков, Загораев, Павлов, Каратеев. Гвардейцы, родные мои. Во-первых, долго объяснять я не буду. Положение, сами видите, какое. Гибнут наши товарищи. Надо прорываться к нашим. И никто, кроме нас, это не сделает. Приказывать я не стану. Но если кто хочет остаться, пусть скажет сразу. Я должен знать. Ну что, как говорил мой тезка Александр Васильевич Суворов, в честь которого меня мой батя и окрестил, мы русские, и с нами Бог. Никто, кроме нас, за мной! Около 3 часов ночи к десантникам прорвался майор Достовалов со взводом старшего лейтенанта Олега Ермакова. В 3 часа 45 минут, прикрывая огнем своих ребят, старший лейтенант Олег Ермаков получил смертельное ранение. В эту ночь мне приснился сон. Олежек в Чечне лезет по высоким горам. Горы все запутанные в проводах. Он лезет, проводами обматывает шейку его. И мне так страшно становится, что он там задушится. Но все-таки он долез до самой высоты горы этой. И с этой горы он упал. Упал на сырую землю уже 8-месячным ребенком. Я кричала во сне, что «Господи, что ж это такое?» Упал на сырую землю, и никто ему не подстелил. Я соскочила, сердце обливалось кровью. Я подошла к свечке, зажгла свечку и начала просить Господа Бога, чтобы Он помог моему сыночку, чтобы он остался жив. Хоть в нашей семье не было никого верующих, но Олег всегда верил в Бога. У него над кроватью висели крестики. Куда бы он ни уезжал, он просил: «Мамочка, перекрести меня». И я его крестила.
Прорыв взвода Достовалова вызвал ликование у измученных многочасовым боем десантников. Сашка, прорвался! А то! Ты что, ранен? Да зацепило плечо! А чего могильщик-то молчит? Потому что могильщик! Не понял! Карат запрашивал, могильщик не отвечает! Атаку боевиков сдерживал старший лейтенант Андрей Панов с 10 солдатами. Когда у Андрея кончились патроны, с последней гранатой он кинулся к группе боевиков. Рядовой Алексей Рассказа пытался вытащить из-под огня своего земляка, но пуля настигла обоих. Младший сержант Владислав Духин вел огонь из автомата. Когда у него кончились патроны, он достал гранату, выдернул чеку и бросился в гущу боевиков. Подорвал себя самого. Раненые десантники, которых отнесли к горе, почти все скончались от холода, потери крови и полученных ранений. Там вон, с той стороны обходит! Вижу, сейчас! На направлении группы гвардии лейтенанта Дмитрия Кожемякина не прекращались атаки. Когда у Кожемякина кончились патроны, Дмитрий достал нож и бился с 5 бандитами. Лёх, ты что ли? Я Васильич. Живой. Ну как тут у тебя? А помнишь наш спор-то? Ну? Про присягу, что ли? Ну да, про присягу Николая II и продажных его генералов. Ну? Так, знаешь, что я думаю? Прав ты был. Прав. Потому что присяга, либо она есть, либо ее нет. По-другому не бывает. И знаешь, что я еще думаю? Что если присягу нарушил, это все. Это всему конец. Отходи на меня, прикрываю! Нормально, Серега, до свадьбы заживет! Бег, пацаны! Младший сержант Сергей Василев вынес из-под обстрела раненого товарища и начал вести прицельный огонь. Через несколько секунд он получил ранение, но оружие из рук не выпустил, пока еще одна пуля не прошила его насквозь. Три часа ночи. Через 2 часа мы улетаем. Так что я высылаю свои последние фотки. Ну вот и все. До свидания. Всем привет. За меня не переживайте. Ждите, и я вернусь. Это последнее Сережино письмо. Что-то тревожно мне. А утром пришла Нина. И такое рассказал. Под самое утро приснился мне сон. Будто мы собрались все у мамы. И вдруг вошел Сережа, одетый в черный комбинезон, испачканный в земле. Володя, его отец, сразу к нему обратился: Сережа, что случилось?
ты из Чечни, расскажи, что произошло. А он говорит: папа, я так устал. Лег и начал засыпать. Он опять к нему с вопросами. Он говорит: папа, не бросьте ребят. И мы обернулись и увидели, что еще человек 5 или 6 с ним, его друзей, также одетых в черные комбинезоны, также перепачканных. Я проснулась, и перед глазами у меня показалось чеченское лицо. Я страшно испугалась. И до сих пор я вспоминаю этот сон, и мне сразу страшно становится. Отбивая нападение бандитов, погиб старший сержант Александр Комягин. Шерстяников! Андрюха! Блин! Сволочи! Твари! Твари! Сашка, ты? Я. Присядем? Присядем. А ты знаешь, я курить-то бросил. И пить тоже. А, ну да. Ну чего там говорят-то про нас? Про 6-ю роту. Разные, говорят. А про меня что говорят? Дурак. Что пошел? А ты бы на моем месте как поступил? Да так же. Ну вот, видишь. Приказываю прорываться к нашим. Я прикрою. Пошли! А как же вы, товарищ лейтенант? Я кому сказал? Прикрывая отход своих товарищей, старший лейтенант Алексей Воробьев убил полевого командира Идриса. Истекающий кровью Алексей долго оставался в живых. Он погиб от большой потери крови. Подполковник! Почему сразу не доложили? Вы мне ответите за это! Начальников артиллерии и авиации ко мне! Быстро! Есть. Братон! Братон, я Аврора!
Огонь по моим координатам! Огонь на меня! Давай, полковник! Десантники держались до конца. Когда в живых осталось несколько человек, комбат Марк Евтюхин вызвал огонь на себя. В этом бою, длившемся почти сутки, на одного десантника пришлось по 27 боевиков. Наш короткий рассказ не может вместить подвиг каждого воина. Все они стали истинными героями России. И те, кто отбивал атаки 2000-й группировки бандитов на высоте, и те, кто по зову сердца добровольно, не жалея своей жизни, пошли на помощь к своим товарищам. Все они сделали свой выбор, совершили самый главный шаг в своей жизни – шаг в бессмертие. И все они стали наследниками Царства Небесного. Фанатики! Такую возможность загубили! И даже матерей своих не пожалели! Все! Это ваш последний резерв! Больше у вас вариантов нет и не будет! А кто в России хозяин, мы еще увидим. Околица. Девушка провожает парня на войну. Какая-то фигня. Прошло время. Давно закончилась война, на которую ушел жених девушки. В село вернулись оставшиеся в живых, но среди них его не было. Каждое утро на восходе солнца девушка выходила на дорогу, где они расстались, а вечером на закате уходила домой. И так всю жизнь, до самой старости. В честь ее женской верности Господь создал цветок – придорожное ожидание. Растет этот цветок вдоль дороги и имеет необыкновенный небесный цвет. Каждое утро его бутоны раскрываются на восходе, и каждый вечер закрываются на закате. Эта красивая легенда, рассказанная одним старцем, относится к женщинам всех времен, ожидающих своих любимых с войны. Плачь, краса, я вернусь живой, да не прячь глаза, обними рукой, жди, доверь, и я возвращусь домой, Любушка моя, будешь мне женой, да прошло с того уж немало лет, ждет она его, а дружка все нет. Царица моя предлагаю. Хоронили ребят, десантников, в особый день. День отречения России от своего царя. День предательства. И странных предстательнице, скорбящих радости, обиденных покровительнице. В этот же день, в 1917 году, в селе Коломенское под Москвой произошло явление иконы Божией Матери, названной Державная. Весть о явлении новой иконы, столь трагический для всего русского народа день, быстро распространилась по всей России.
русским людям было ясно: государь не оставил их. Теперь сама Царица Небесная взяла власть над народом, отвергшим своего царя, и своим покровом защищает Россию. Строг и суров на иконе ее взгляд. Пропитана мученической русской кровью ее царская Порфира. Символ этой иконы ясен. Через неисчислимые страдания, кровь и слезы после покаяния русский народ будет прощен. Любезный, а не подскажете, отчего так много икон сегодня государя? В этот день государь-мученик здесь, в Обскове, отрекся от престола. 84-й год пошел. И ребят, что хоронят, 84 было. Господи, ведь это не случайно все. Просвети нас светом Сына Твоего. Радуйся, радуйся. Я пишу тебе, потому что любое выражение человеческого сочувствия приносит небольшое облегчение, хотя бы напоминает таким, как ты, что мы в мире не одиноки. Я знаю, что ничто не может возместить тебе твою потерю, но твоя любовь не умерла. Почему те, кто покинул нас, если они сейчас с Богом, не могут не быть ближе к нам, молясь за нас на небесах, и помогают нам, и ведут тем путем, в котором мы нуждаемся? Да, не бойся верить, что тот, которого ты любила, все еще рядом с тобой. И ты с ним рядом, и вы оба близки Богу, который, распявшись на кресте, отдал за вас свою жизнь. Это все, что я могу сказать. Но верить в это – большое утешение. Александра Федоровна Романова, 1915 год. Сколько еще времени будет наша несчастная Родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что терпеть больше нет сил. Даже не знаешь, на что надеяться, чего желать. А все-таки никто как Бог. Да будет воля Его святая. Русская земля, Божья обитель, бьется на заре несказанный свет. Русская земля, кто ж тебя обидел? Нет врагам твоим прощения нет. Нет врагам твоим. Мама, это папина любимая песня. Мы русские, с нами Бог. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, русские идут. Помнят сыновья светлые молитвы, жаворонка звон до весенний век. За твою любовь мы пройдем все битвы. Русская земля, свети вовек. Русская земля, свети вовек. Мы русские, с нами Бог. Мы русские, русские не продают за родину последний вздох. Мы русские, русские идут за родину последний вздох. Мы русские, Слова, сказанные государем в Пскове, кругом измена, трусость и обман, на протяжении многих лет еще не раз оказывались пророческими для России. Большинство генералов тогда нарушили присягу на верность царю и отечеству. И последний царь земли русской восходит на русскую Голгофу. Венец земной он сменяет на венец небесный. И ныне он во главе святых новомучеников российских возносит молитвы за спасение России и каждого из нас. Но и сегодня Россию губит дух предательства.
солдаты и офицеры 6-й роты выбрали путь мученичества. Они сохранили свою верность присяге, отдали свою жизнь за Отечество, исполнили заповедь любви, положив жизни свои за други своя, так же, как и их отцы Великой Отечественной. В этом путь нашего возрождения. На Псковской земле берет истоки русская государственность. На Псковщине начался путь на русскую Голгофу. По пророчествам русских святых должно состояться и воскресение России. Но исполнение этих времен зависит от каждого из нас, от нашей верности и любви. За это воскресение положены души и этих ребят, воинов-десантников 6-й роты. Кажется, мы никогда не умрем, когда нам едва исполняется 20. Мы песни поем, беззаботно живем, и в девушек славных мечтаем влюбляться. Нам кажется, мы никогда не умрем. Но вот призвала нас на помощь отчизна, и мы, опаленные страшным огнем, стоим уже где-то меж смертью и жизнью. Меж смертью и жизнью стеной стоят бойцы, стоят на войне против этой войны. И есть автомат, и граната одна, да русская честь, что с рождения дана. Казалось нам, мы никогда не умрем, но падают наши товарищи рядом. Вся рота легла под свинцовым дождем, и нам ничего уже больше не надо. Не надо подмоги, не надо наград, ни плен,